Покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Город Шопоков и планы о его фантастическом преобразовании гуляют по информационному онлайн-пространству уже лет 10. На сайте российской газеты в июле 2014 года о предстоящем изменении статуса города Шопоков с переводом его полномочий предполагаемый крупный аграрно-промышленный центр города-спутника Бишкека с единым административным управлением, собственной системой сбора и распределения доходов, с большим инвестиционным потенциалом подробно рассказал начальник тогдашнего управления по градостроительству и архитектуре Госстроя. Сегодня эта аббревиатура тоже в несуществующем прошлом. Предложение толковое, с рациональным зерном задумки, должно было объединить села Гавриловку, Романовку, Сокулук с его потенциалом крупного органа местного самоуправления центром городом Шопоковым, с предоставлением объединению статуса города-спутника Бишкеку, дать развитию задуманного муниципального объединения огромные преференции. Но, увы, административно-территориальная реформа завершена, но город Шопоков она не затронула. Город остался малым и бедным. Система жизнеобеспечения города напрямую на 100% зависела от города. В том числе это было центральное отопление, это было центральное водоснабжение, система канализации и так далее. Детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, квартиры да, служебные и так далее. Да. Правительство призывает развивать регионы, но какие рычаги для этого предоставлены сельским муниципалитетам? Теперь совсем свежие новости. На днях на сайте «Экономист» появился эксклюзивный материал. Проект новой государственной программы комплексного социально-экономического развития регионов на предстоящее пятилетие. В основе программы, разработанной Министерством экономики и коммерции республики, лежит идея справедливого роста, чтобы каждый регион имел шансы на развитие. В программе правительство намерено не просто направлять деньги в регионы, а выстроить системную работу с четким планом, анализом данных и участием граждан. Впечатляет. Ведь и ранее широко представленный в российской газете план, анализ реализации преобразования одного из малых городов города Шопокова и даже презентация проекта были представлены аудитории. Далее вопрос, где она затерялась. Административно-территориальная реформа выполнила возложенную на нее миссию. По Чуйской области были проведены наиболее значительные сокращения органов местного самоуправления. Со 105 айлюк-мыту осталось 49. Ни сокращение, ни расширение при административно-территориальной реформе малого города, имевшего, по мнению солидной российской газеты, большие перспективы Шопокова, не коснулись. Городок каким был, таким и остался. Маленьким, недофинансированным, недоразвитым, недолюбленным. Без внимания верхов исполнительной власти страны. Хотелось бы, чтобы городу тоже от такого крупного предприятия какая-то помощь была оказана, да? Вот. Ну, конечно, да, вот вы правильно говорите, мы очень много раз проводили подобные переговоры и так далее, но позиция завода такова, что вот разбирайтесь с теми, кому мы платим налоги, да? Вот. Поэтому в этом случае вот мы сейчас, конечно, местным бюджетом где-то что-то стараемся залатать, там подлатать, где-то подсыпать и так далее. Но в целом это, допустим, вопрос не решает. В новой программе очень подробно затрагивается вопрос масштабной консолидации сельских администраций с целью повышения эффективности управления, сокращения дублирующих функций и оптимизации бюджетных расходов. Это о новом подходе иерархии данных, вовлечении принципа вертикальной интеграции с целью обеспечения единой иерархичной системы развития, которая и должна обеспечить баланс между общенациональными интересами и интересами местных сообществ. Вопрос,
Принципы осуществления этой грандиозной программы, насколько радикально они будут осуществлены. Ведь для ускоренного экономического роста этого отсталого во всех отношениях городка в лице Шопокова нужны решительные шаги со стороны правительства, в первую очередь в расширении городских агломераций, то есть о развитии его как населенного пункта, расположенного вокруг столицы города Бишкек. Нужно волевым решением правительства решить потребности вложений в транспортную и инженерную инфраструктуру не только рассматриваемого окуляром нашей видеокамеры отдельной территории в лице Шопокова, но и всех региональных зон развития. Пока муниципалитет города пытается разгрести гору проблем, насевших на его плечи в результате десятилетий формирования попыток зыбких экономических реформ в ожидании роста своего качественного руководящего влияния на развитие муниципального сообщества. Что не так? Он объявил с большой трибуны: я представляю градообразующие предприятия. Но на сегодняшний день мы немного отошли, потому что капитализм. Правильно? Абсолютно другое понятие. Я говорю, капиталистическое предприятие работает только на свои интересы. Как тогда дороги не ремонтируются? Вот, пожалуйста, главная дорога, по которой подвозят большегрузный транспорт, свеклу на сдачу, разбита вдребезги. Вы же правильно говорите. Бизнес, он и есть бизнес. И Но главная цель бизнеса – это заработать деньги. Абсолютно правильно. Правильно? Абсолютно правильно. Со стороны очень заметно процветание бизнес-структур в указанном городе Шопокове. Растет количество промышленных объектов, заметны комплексы мер поддержки стимулирования бизнеса. Наверное, предусмотрены для этого и налоговые льготы со стороны государства. Внедрены механизмы промышленной ипотеки. Преференции предусмотрены в комплексе мер поддержки, которые стимулируют подъем для бизнеса с минимальными барьерами и максимальной отдачей в виде произведенной качественной продукции с созданием рабочих мест. Они являются крупными налогоплательщиками, они являются крупным предприятием по обеспечению рабочих мест и так далее. Да? Но в то же время их позиция по отношению к городу такова, что требуйте у государства, требуйте, потому что мы выплачиваем, мы все как положено, мы работаем в рамках закона, мы положенные денежные средства, налоги и так далее, мы все это выплачиваем в госказну. При этом интересы города не учитываются. Но почему-то эти успехи бизнеса не представляют большой радости для местного сообщества. Огромный чан меда испорчена маленькой ложкой дегтя. Рассмотрим, почему. Все предприятия, великолепно развивающиеся на территории города Шопокова, внесены в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих полному налоговому администрированию управлением ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками в указанном случае Чуйской области. С момента приватизации, уже вторым этапом в 1995 году, завод полностью, так скажем, прекратил взаимодействие с местными органами самоуправления в части какой-то помощи городу и так далее, да? Да, страна должна развиваться, налоги должны поддерживать ее благосостояние. Никто не против. Просто все предприятия города Шопокова отчисляют в республиканский бюджет и все местные налоги, которые затем по понятным, наверное, посвященным в области фискальной политики специалистам где-то теряются. Оскудел бюджет муниципалитета. Поэтому в городе Шопоков народ страдает. Крокодил не ловится, не растет банан, как в пресловутой песенке. Вся канализационная сеть лопнула, не хватает городу питьевой воды. Дороги разрушены, да город сам в развалинах. Не до жиру, быть бы живу. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Со всей области, можно сказать, приезжают свеклосдатчики по вот этой вот улице. И вот в течение 3-4 месяцев, как начинается сезон, вот через эту улицу, получается, сюда привозят свеклу и принимает завод свеклу. При этом, конечно же, идет естественный износ дороги. Допустим, вот буквально 5-6 лет назад эта дорога была асфальтированная и в надлежащем состоянии. Но сегодня вот мы видим, что... За счет города, да, асфальтировано было? Да, но она ранее была асфальтирована уже в те старые года.
смутное время начала 2000-х руководство района в лице тогдашних акимов сумели перевести в городскую собственность часть социальных объектов промышленных предприятий. Это парковая зона, где находились объекты культурного отдыха горожан. С молотка, с легкой руки одного из бывших мэров города ушло общежитие профессионально-техническое училище в частные руки. Теперь в нем многоквартирный объект с 80 жилыми помещениями, которые сдаются в аренду и обогащают карман частного лица. Не вернуть. Говорят, сроки давности пропущены. С детскими садами проблема такая же. Очень отрицательно повлиял на имидж муниципалитета арест бывшего мэра. Администрация, его коллектив как-то в одночасье распался. Новому мэру Раджу Нурузбаеву прошедшие 3 месяца его градоначальничества пока не кажутся большим куском бутерброда с наваленным сверху медом. Ему сейчас нелегко. Причина банальна. В этом маленьком городе сегодня для исполнения деятельности муниципального органа руководству мэрии не хватает элементарных средств. Те предприятия, которые работают на местах, платят почему-то государство, центральный республиканский бюджет, который потом по какому-то остаточному принципу распределяет. За 2024 год мы заплатили 115 миллионов с копейками. За этот год, на ноябрь месяц, мы заплатили уже 111. Ну, вы же знаете, что после закрытия года, там, потом вот эти начисления, да, мы предполагаем, что в этом году мы заплатим порядка 130. Вот там вы республику отчисляете. Это все. Вы поинтересовались, вот какая часть этих денег должны поступить в виде местного налога? Вот местный бюджет. Секундочку. Это нужно залазить в бюджетный кодекс. И в бюджетном кодексе там вот это распределение есть. И я хочу отметить, что мы уже несколько раз пытались инициировать вопрос о том, чтобы вот с этих налогов на этой территории там, от 10 до 20% должно идти местным сразу. Правильно а уже говорите. Остаток должен перечисляться в республиканский. Правильно говорите. Вот, но этого нет же. К сожалению, вот и благодаря вам мы хотим продвинуть это еще дальше. При наличии крупных бизнес-объектов, повторим слова бизнес-магнатов Шопокова, о градообразующем характере их предприятий, пока дороги разрушаются их же большегрузами в период доставки свеклы на завод. Никто из соответствующих органов пока не подал иск по несоблюдению мэр нарушения экологических требований ни заводом Лахор Стил Миллс и тому же Кошою. Дороги разрушены, канализация разрушена. Из-за канализации у вас возникли большие неприятности. Случился неприятный инцидент в связи с естественным износом уже вот этих канализационных сетей. У нас на территории Гавриловской ЛПМТ произошла крупная авария, вследствие чего было поражено где-то около 5 гектаров пастбищных земель. В результате было отравление домашнего скота. Около 5 миллионов. Есть угроза, что это будет причинен ущерб. Это при таком скудном бюджете города? Да. Насколько мне известно, вот на прошлой неделе состоялось уже вынесено решение Сокулским районным судом по коллективному иску. Признать их правомочными. Да, их иск был удовлетворен и взыскана с мэрии сумма более 2 миллионов сомов. Территория сахарного завода Хошой. На 20 гектарах расположен завод в самом центре города, как и пакистанский Лахор на 4,2 гектара. Хозяева их проживают жизнь временных квартирных арендаторов. Не майос. Қазір біз налогыда қайырды қанткен бұл мәселе көп көтеріліп жатады да, сілерге ушул қандай налогтары түшөт, қанша суммалар түшөт деп жаңа ошону алып келе албай атабыз да бүгүнкү дагычы. Жаңы дагы қазір көтөрүп карап көрдүк. Бул дагы маалымат бар, силер республиканский бюджетке как крупный налогоплательщик болгонго байланыштуу силер деген республиканский бюджетке төлөмдөр кетип жатат. Дай бог, чтобы правительственная программа на предстоящие 5 лет по трансформации городов и аэльных округов достигла поставленной цели и изменила потребительское отношение и бизнеса, и сообщества к грядущим переменам. Сегодня, конечно, со стороны мэрии, конечно, предпринимаются эти экстренные меры. Вот с лета мы начали, мы сейчас пробурили уже индивидуально 2 скважины. Одну за счет местного бюджета, одну за счет одного благотворительного фонда. Как мы ранее уже говорили, у нас есть договор трехсторонний между Министерством финансов, мэрией города Шопоков и
Европейским банком развития регионов. Вот. Мы сейчас заключили уже договор, он прошел ратификацию в Джордж-Кенеше, подписан нашим уважаемым президентом, и со следующего года уже начинаются подготовительные работы по реализации, замене системы водоснабжения полностью на территории города, центральной зоны города. Это предусматривает строительство центральной водозаборной башни, это подразумевает замену 100% всех труб, водяных труб на территории города и частичная реконструкция системы канализации. Кроме этого, это, конечно же, покупка спецтехники для работников ЖКХ, ну и частичный какой-то ремонт зданий и сооружений. Вот там 4 миллиона евро у нас, половина из которых является грант, а половина мы будем вынуждены выплачивать кредит. Там, получается, где-то на 15 лет мы берем этот кредит. Мы будем отслеживать весь предстоящий процесс трансформации этого и других малых образований региональных органов самоуправления при патронаже правительственных структур. До встречи.